Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 73 рубля 73 копейки. Евро остановился на отметке 83 рубля 50 копеек. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Солидбанк за 73,96, продает Алмаз Эргенбанк за 73 рубля 40 копеек. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Совкомбанка – это 83 рубля 20 копеек. Продает по лучшей цене Алмаз Эргенбанк за 83,89. Объем переработки древесины в республике увеличился за 9 месяцев этого года на 9%. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации сообщил глава министерства Максим Терещенко. Он подчеркнул, что республика заинтересована в развитии лесопромышленного комплекса, прежде всего в части переработки древесины. Повысить эффективность этой отрасли может сотрудничество с инвесторами. Так, реструктуризированные долговые обязательства Витебской лесной компании в результате предприятия нарастило объем производства по лесозаготовке в 3 раза. Кроме того, компании «Алмаз» был предоставлен льготный займ на обновление парка лесовозной техники. Также подписано соглашение о сотрудничестве между правительством республики и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. Это позволит расширить объем производства в регионе, сбыт и экспорт лесопромышленной продукции в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Почти 1500 новогодних деревьев заготавливают в республике. Это самый низкий показатель в Дальневосточном федеральном округе. По данным Рослесинформорга, дальневосточники все больше отдают предпочтение искусственным новогодним елкам, чем живым. За последние 4 года объем лесных заготовок упал на треть. На Дальнем Востоке новогодние елки заготавливают в Бурятии и Якутии, в Камчатском крае и Сахалинской области. Регионом-лидером по заготовке праздничных хвойных является Сахалинская область, где в 2020 году предприниматели поставили около 7000 новогодних елей, сосен и пихт. По маршруту Нижний Бестях-Владивосток планируют запустить скоростные поезда. Соответствующее предложение озвучил Айсен Николаев, напомнив, что с этого года началось беспересадочное сообщение с Нижнего Бестяха до Владивостока, куда якутяне стали добираться на 13 часов быстрее. Глава Якутии рекомендовал продолжить работу по повышению уровня транспортной мобильности и уже в следующем году запустить по этому маршруту скоростные поезда. Кроме того, Айсен Николаев подчеркнул, что уже сейчас нужно думать о стратегической цели – строительстве железной дороги до Магадана, и дал поручение Кабинету министров работать в продвижении этого проекта. Служба исследований по поиску работы и сотрудников выяснила, что происходило на рынке труда Якутии в 2021 году. Так, за год в республике было опубликовано более 18 тысяч вакансий и более 34 тысяч резюме. Средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила 71,5 тысячи рублей. Ожидания соискателей намного ниже, всего 58 тысяч. Уровень конкуренции в течение года в среднем составляет 4 кандидата на одно место. Наибольшая активность работодателей пришлась на конец 2021-го. Больше всего вакансий в республике в ноябре этого года было открыто для специалистов в области добычи сырья, продаж, рабочего персонала, транспортной и строительной сферы. В Нерюнгри состоялось торжественное открытие кадрового центра. Это событие стало показателем успешного завершения очередного этапа модернизации службы занятости населения. На открытии побывала Ирина Кичигина. Только что завершилось торжественное открытие первого в республике кадрового центра. Это в Нерюнгри бывший центр занятости населения. И все работники уже разошлись по своим рабочим местам, приступили к своим трудовым обязанностям. А на торжественной церемонии присутствовала председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения Елена Виссарионовна Калашникова. Она рассказала, чем сейчас работа будет отличаться от той, которая была раньше в центре. Да, сегодня мы дали старт работе обновленного центра занятости Нерюнгринского района, который стал внешним кадровым центром для предприятий угледобывающей отрасли всей Южной Якутии. Мы понимаем, что обеспечение качественными трудовыми ресурсами
приоритетные отрасли экономики. От этого будет зависеть и в целом социально-экономическое развитие Нерюнгринского района, указ о котором подписал глава республики Василий Сергеевич Николаев на прошлой неделе, и в целом развитие нашей республики, нашей Якутии. Прежде всего, мы сократим сроки предоставления государственных услуг, повысим их качество и от решений, и будем решать бизнес-ситуации и жизненные ситуации населения. Мы надеемся, что эти сроки, сокращенные сроки, повысят доверие к нам и как со стороны граждан, так и со стороны работодателей и позволит решить все вопросы дефицита кадров именно в угледобывающей отрасли, которые на сегодняшний день фиксируются. Если вы заметили, то все помещения Центра занятости Нерюнгринского района приобрели совершенно иной вид. Полностью по федеральному брендбуку мы поменяли помещение, сделали зонирование. Есть отдельно IT-зона, где население вашего района сможет получать государственные услуги и самостоятельно организовывать поиск работы через федеральный портал «Работа в России». Кроме этого, сотрудники Центра занятости прошли обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. И их качество работы будет, безусловно, выше, чем было раньше. Ну и в заключение хочу отметить, что реализация национального проекта «Демография» у нас будет продолжаться до 2024 года. И еще не менее 4 центров занятости у нас появится в республике такого уровня. Мы видим, как уже сейчас преобразился центр, появился вот такой терминал электронной очереди, появился ресепшн, на котором сотрудники будут консультировать граждан, а также работодателей, которые пришли искать своих потенциальных работников. Поэтому мы надеемся, в Нерюнгринском районе станет меньше и безработицы, и дефицита кадров. На этом у меня все. Надежда. Выплаты для медицинских сотрудников, которые будут работать в новогодние выходные, будут осуществляться по двойному тарифу. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В свою очередь, глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что деньги на это будут выделены. Отметим, ранее Минтруд России предложил продлить до конца 2022 года специальные выплаты медработникам, работающим с пациентами с ковидом. Тем временем в Якутске снизились темпы прироста заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в столице региона выявлено 48 новых заболевших, среди которых 17 детей и 9 человек старше 60 лет. Напомним, неделю назад в Якутске было зафиксировано 80 заболевших COVID-19. В столице республики первый компонент вакцины против ковида получили более 197 тысяч человек, что составляет 75% взрослого населения. Вторым компонентом привились более 182 тысяч человек. Глава республики Айсен Николаев проверил ход строительства кардиологического центра в Якутске. Объект находится на финальной стадии строительства, установлено все оборудование, началась подготовка чистых помещений и оснащения кабинетов. При этом, как подчеркнул Айсен Николаев, в настоящее время самый актуальный вопрос – это организация работы диспансера. Так, в рамках объезда глава республики встретился с руководством кардиоцентра, его ведущими сотрудниками и министром здравоохранения. Глава республики подчеркнул, что у местных врачей-кардиологов есть поистине уникальная компетенция. И после ввода кардиоцентра местные врачи смогут проводить на территории республики практически все операции. Задача правительства, которую я ему ставлю, это добиваться от федерального Минздрава выделения как раз квот на проведение высокотехнологических операций здесь у нас в Якутске. Сейчас пока только 100 где-то получается здесь на территории республики по федеральной квоте операций проводить. Я считаю, что мы должны их проводить уже до 1000. И это вполне по возможности будет нового кардиоцентра. Школу-сад в поселке Кангаласы, которую строили здесь начиная с 2020 года, готовят к сдаче. Сегодня объект проходит госприемку. Более подробно об этой процедуре и когда его сдадут, нам расскажет наш коллега Дмитрий Тымыров. Сейчас он находится там вместе с комиссией Минстроя и Госстройжилнадзора. Дмитрий, здравствуй, передаю тебе слово. Коллеги, добрый день. Ну, сейчас здесь специалисты Госстройжилнадзора, Министерства строительства, а также администрация города Якутска проводят приемку объекта. Ну, а мы сейчас, пока идет эта комиссия, вам покажем, каким же построили эту школу и какие кабинеты здесь приготовили для учащихся. Каждый кабинет здесь оснащен всем необходимым, но здесь пока еще их не установили. Как нам сообщил директор этого образовательного
образовательного учреждения, вся мебель, техника, они закуплены. Школа участвует в национальной программе Министерства образования Российской Федерации «Цифровая образовательная среда», поэтому все кабинеты будут оснащены всем необходимым. Данный объект имеет 2 этажа. Далее мы пойдем и вам покажем, какие же здесь кабинеты приготовили для учащихся. Ну, собственно говоря, здесь у нас работает сейчас комиссия. То, что я говорил, это у нас государственная приемка. А мы будем двигаться далее и вам покажем актовый зал этого образовательного учреждения. Актовый зал, здесь идут тоже финишная работа, установка люстр, световых каких-то оборудований. Также и техника здесь будет. Как вы видите, здесь пол это паркет, ну, не паркет, а вот деревянное сооружение, как нам сообщили специалисты, это помогает для хорошего звука и так далее. Ну и двигаемся далее. Здесь получается это закулисье, ну а здесь получается у нас кабинеты директора и заместителей этой школы. Как вы видите, здесь стены расписаны. Это получается, далее, если посмотреть, это дверь кабинета иностранных языков, лингофонные кабинеты и так далее. На первом этаже здесь расположены, получается, кабинеты математики, биологии, а также лаборантская. Ну а здесь вот работники уже, получается, устанавливают бордюры, лестницу. Вот. И сейчас, ну а более подробно вообще в рамках какой программы реализуется строительство данного объекта, нам расскажет первый заместитель министра строительства. Она вот рядом с нами. Вот на фоне этого барельефной стены сейчас мы будем узнавать более подробную информацию. Еще раз здравствуйте. Расскажите вообще, по какой программе это строится и сколько по времени это заняло, и вообще какие проекты у нас еще будут реализоваться по линии Министерства строительства. Добрый день. Мы с вами находимся на объекте, это школа-сад, школа на 220 учащихся и детский садик на 100 мест. Данный объект строится в рамках федеральной программы, это социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Общий объем финансирования этой школы, садика, составляет почти 530 миллионов, из них 222 миллиона – это средства федерального бюджета. Строительство было начато в декабре 2019 года, и уже вот скоро-скоро, буквально на днях, должен быть осуществлен ввод этого объекта. Эта школа, она будет полностью укомплектована всем необходимым оборудованием, технологическим оборудованием, для того, чтобы здесь мог осуществляться полноценный образовательный процесс. Но, как видите, уже практически все строительно-монтажные работы, они завершены. Сейчас идет пусконаладка оборудования, завершаются работы, мелкие работы, которые необходимы для того, чтобы уже полностью подготовить все документы для обеспечения ввода этого объекта. Идет итоговая проверка, которая в ближайшие дни должна быть завершена, и, соответственно, те мероприятия, которые необходимы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта. Ну и расскажите вообще вот по линии Министерства строительства, какие еще объекты образования строятся по программе? Да, у нас ежегодно есть план по вводу объектов образования. Общее количество объектов – это у нас 28 объектов. Из них 12 объектов – это общеобразовательная школа, и 14 объектов, 26, да? И 14 объектов, которые у нас – это детские садики. Это разные районы республики, это Татинские, Алданские, Амгинские районы. Это в городе Якутске уже были введены, которые встроены, пристроены детские садики. Вот эта школа. И таким образом основное количество объектов уже введено. В ближайшее время до конца недели будут введены, и в начале следующей, оставшееся количество. И на следующий год у нас тоже большое количество объектов, которые мы должны вводить. Это 16 у нас объектов образовательных. Хорошо, спасибо. Ну, вот так мы провели вам небольшую экскурсию. Более подробно мы будем рассказывать в вечерних выпусках новостей. Ну, а главная приемка, то есть открытие этого объекта, состоится уже на следующей неделе, 27 декабря. Оставайтесь с нами, на этом у меня все. Благодарю, Дмитрий. Напомню, с нами на связи был наш коллега Дмитрий Тымыров. Он рассказал о строительстве и сдаче детского образовательного учреждения. Мы переходим к другим темам.
Сегодня сотрудники органов безопасности отмечают свой профессиональный праздник. 20 декабря праздник отмечают люди, которые ежедневно решают задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности. В эпоху СССР этот праздник был известен как День чекиста, а в 1995 году Борис Ельцин подписал указ о внесении Дня работников органов безопасности в список государственных праздников. В этот торжественный день высшее руководство собирает военных для официальных поздравлений. В честь праздника вручают награды, премии и грамоты. Президент России Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в России предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, и важно и дальше эффективно работать в борьбе с терроризмом. По словам президента, стране удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. Он добавил, что важно и дальше действовать наступательно и эффективно. Среди других приоритетных задач – продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, а также обеспечение надежности защиты государственных рубежей. Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего, в решении вашей главной, приоритетной задачи – жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом. За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика. Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов, а количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки. Первый зампред республики Дмитрий Садовников поручил проверить состояние всех участков линии электропередачи Мая-Чурапча, исправность дизельных электростанций и других резервных источников питания в районах. Также Садовников дал поручение держать на контроле ситуацию в селе Мындагай Чурапчинского района, где из-за сбоев в работе котельной под ограничением теплоснабжения остался коровник комбината Мындагай на 380 голов скота и 4-квартирный дом. Напомним, что авария на линии Мая-Чурапча произошла 18 декабря в 23:30. Причиной стало натяжение провода и касание изоляции на опорах в 51 километре от села Мая. В результате этого почти в течение 16 часов под отключение электроэнергии попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Татинский и Тампонский районы. Между тем, глава Якутска Евгений Григорьев поручил усилить бдительность и дисциплину при режиме повышенной готовности в столице в связи с экстремально низкими температурами воздуха. Во время общегородской планерки глава города напомнил о недавних аварийных отключениях электро- и водоснабжения в Якутске и соседних районах. Мы переходим к мировым новостям. Крушение легкомоторного самолета на востоке Австралии стало причиной гибели 4 человек. 2 из них – дети. Подробности узнавал Сергей Берец. Легкомоторный самолет Rockwell Commander потерпел крушение утром в воскресенье у восточного побережья Австралии в штате Квинсленд. Погибли 2 взрослых и 2 детей, сообщил инспектор полиции Крейг Уайт. Полицейские аквалангисты обнаружили самолет и тела 4 человек. Ведется расследование. По данным полиции, пассажиры отправились на запланированную воздушную прогулку. За штурвалом находился 69-летний пилот, житель Брисбена. Авария произошла вскоре после взлета. Самолет упал поблизости от мангровых зарослей в бухте Моритон-Бэй в окрестностях города Редклифа. Извержение вулкана Семеру возобновилось на острове Ява в Индонезии. Его извержение ранее в этом месяце привело к многочисленным человеческим жертвам. Столб пепла поднялся на высоту 2 километров. В начале декабря пирокластическими потоками, выброшенными из жерла, были убиты по меньшей мере 48 человек. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Власти предупредили местных жителей о необходимости держаться на почтительном расстоянии от вулкана, не менее 5 километров. А накануне рождественских праздников в Португалии стартовала вакцинация детей от коронавируса. За эти выходные планируется привить более 60 тысяч ребят в возрасте от 5 до 11 лет. Введение 2-й дозы вакцины Pfizer намечено на февраль-март будущего года. Подробности далее.
За неделю до Рождества в Португалии началась кампания по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. В стране привиты почти 90% взрослого населения, и национальная система здравоохранения сочла возможным и правильным распространить эту практику на маленьких граждан. В течение нынешних выходных первую дозу адаптированной вакцины Pfizer получит 61 тысяча ребят. Столько заявок было подано онлайн с четверга. Пауло Собрал привел на прививку своего сына Мартина. Как говорит мальчик, он знает, что без укола скорее может заболеть, но вовсе этого не хочет. Это важно для меня, нашей семьи, общества и всего мира. Началось с нас, взрослых, теперь настала их очередь. Думаю, коль скоро вакцина существует, люди могут получить защиту. По словам Риты Оливейры, ее сын Афонсо знает, что старшие переболели COVID-19, поэтому нужно сделать прививку. Теперь в школе можно не волноваться, говорит Афонсо. Пройдет 15 дней, и тогда он точно не подхватит вирус. Паула Рамуш, старшая сестра этого центра вакцинации в Лиссабоне, рассказала, что персонал постарался сделать помещение и атмосферу в нем более привлекательными для детей. По планам властей процесс завершится в марте, когда все дети от 5 до 11 лет получат вторую дозу препарата. Оказавшись в Венеции, Санта-Клаус выбрал средство передвижения, соответствующее местным традициям. В воскресенье на городских каналах состоялась рождественская регата, участники которой облачились в костюмы сказочных персонажей. Отметим, что накануне праздников правительство Италии рассмотрит возможность очередного введения ограничительных мер, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса омикрона. Возможно, власти обяжут граждан предъявлять свидетельства о вакцинации или отрицательные тесты при посещении мест массового скопления людей, например, дискотек и стадионов. Напомним, Италия оказалась первой страной Западной Европы, серьезно пострадавшей от пандемии в 2020 году. Владельцам 22 собак в Якутске направлены предписания от Управления ветеринарной службы за нарушение при выгуле животных. Всего за неделю отловлено 94 собаки. 26 животных возвращено прежним владельцам. Кроме того, напомним, на прошлой неделе существенно увеличены расценки за отлов и содержание хозяйских собак в пункте передержки безнадзорных животных. Предполагается, что данные меры позволят повысить ответственность хозяев собак и сократить количество животных на самовыгуле. Также глава столицы республики Евгений Григорьев запретил высаживать детей из общественного транспорта, даже если они не могут по какой-то причине оплатить проезд. Глава города напомнил руководителям «Союзавто» и ЕПАК об обязанности обеспечить движение автобусов по графику. 19 декабря в Якутске состоялся финал бизнес-акселератора для подростков «Твой старт». Это бесплатная программа по развитию креативных навыков и предпринимательского мышления, созданная специально для школьников Якутии. Продолжит тему Саргалана Неустроева. Для участия в акселераторе было отобрано 200 ребят с 7 по 11 классы, которые в течение 3 месяцев изучали основы бизнеса и прорабатывали собственные инновационные проекты. Программа такого формата и масштаба проводится впервые в рамках реализации стратегического проекта республики «Парка будущих поколений». В 2025 году этот парк должен уже войти в строй, начинается строительство. Но мы уже начинаем формировать сообщество вокруг этого парка. И сегодня уже идут образовательные программы. Одна из образовательных программ «Твой старт», она посвящена бизнес-навыкам, предпринимательским навыкам. За время акселератора ребята проработали около 20 уникальных проектов, из которых только 6 были отобраны для участия в финале. Однако определить лучшего непростая задача. Всего участники изучили больше 40 тем, среди которых были стартап, маркетинг, финансы, менеджмент, управление командой, soft skills и многое другое. Уровень очень разный. Мы понимаем, что так как работаем на федеральном уровне, работая с многими регионами, здесь ребята только в начале пути. При этом всем нужно отметить, что ребята прекрасно схватывают весь материал на лету. Чтобы вы понимали итог акселератора, до акселератора из 200 ребят только один подросток, девчонка, Юлиана, имела какой-то существующий проект. В финал программы Юлиане выйти не удалось, но она уже добилась существенных результатов. И акселератор стал той самой базой, которая была необходима девушке для приобретения опыта.
Мы специализируемся в двух сферах. Это сфера музыки и фэшн-индустрия. В сфере музыки мы организовываем концерты, уютные квартирники, различные мероприятия. В фэшн-индустрии мы недавно стали участниками Arctic Fashion Show. И сейчас планируем открытие нашего бренда. Это будет бренд Upcycling, получается из переделанной одежды. Бизнес-акселератор для меня может стать таким, так сказать, толчком дальше больше развиваться, и так и стало. Я узнала много важного, нужного для себя, и для меня это очень хороший опыт. Вот. Отметим, что образовательные курсы в рамках парка будущих поколений проходят и по другим направлениям – медиа, кулинарии и прочим компетенциям. Группы набираются по итогам предварительных отборочных этапов, о которых можно узнать на сайте Целевого фонда будущих поколений. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. В Москве состоялся торжественный вечер, посвященный столетию якутского комсомола. Именно комсомольцы строили советскую власть, трудились в производственной и общественной сферах, создавали молодежные бригады, звенья в промышленности и сельском хозяйстве. Преемникам и наследникам тех дел есть о чем вспомнить. Так, указом главы Якутии за вклад в развитие республики и многолетний добросовестный труд, знаком отличия гражданская доблесть наградили выдающихся комсомольцев. Также каждому гостю вручили книгу-альбом «Любовь комсомола. Весна», выпущенную специально к вековой дате. Самое главное, то, что движет, и вот хочется приходить на такие мероприятия, это, наверное, то, что увидеть своих коллег, увидеть вот ту атмосферу единодушия, как-то помолодеть немножечко, так сказать, при этих встречах, что-то вспомнить приятное. На самом деле, это были самые счастливые годы. Стройотряды, это мы Якутии первым возродили, волонтерское движение. 5 всесоюзно-ударных комсомольских строек было в Якутии. Сила комсомоля в дружбе, да, вот, дружбе, солидарности. Те традиции, которые вот, имеем, их должны сохранить, передать молодежи, юному поколению. А в мультимедийном парке «Россия. Моя история» стартовала выставка, посвященная 115-летию со дня образования Якутского медицинского колледжа. В настоящее время колледж – современное многопрофильное образовательное учреждение с отделениями в 8 городах республики. В них обучаются более 2000 студентов. Колледж ведет подготовку специалистов среднего звена по 8 специальностям, а также последипломную подготовку средних медицинских кадров, работающих в медицинских организациях республики. В течение этого года коллективы, выпускники, студенты провели очень много добрых дел, посвященных к 115-летию. Мы стали дипломантами качества правительства Российской Федерации. Очень большие достижения имеются в Орске с Россией, где наши студенты впервые в нашей истории трое вышли международный уровень чемпионата в Орске с Россией. Тем самым еще раз подтвердили качество обучения в нашем колледже. Настоящий соломенный дом построен в одном из якутских сел. Проверку на крепкие морозы он проходит успешно. Создателем уникального проекта, который уверен, дома из соломы – прекрасная альтернатива деревянным, пообщалась наша съемочная группа. Если бы поросенок из известной сказки знал о современных технологиях, его дом из соломы не только бы не разлетелся от дуновения, но был бы одновременно теплым, долговечным и огнестойким. Соломенный дом, построенный год назад в амгинском селе Покровка, обладает всеми вышеперечисленными качествами. Идея возведения такого дома пришла к Михаилу Александрову задолго до его воплощения. 31 год назад в Покровку приехал. И смотрю, сколько зерна, сколько соломы, на полях сжигается, все. И, так все с самого начала думал, что эту солому куда-то применить, наверное, может. В смысле, в строительстве. Эта мысль давно была. Михаил скрупулезно изучил мировой и российский опыт строительства жилья из соломы. За основу была взята немецкая технология изготовления панелей. Местное зерноводческое хозяйство бесплатно выделило сырье. Известный предприниматель, к которому обратился Михаил, помог с деньгами, и дом мечты был построен. Очень быстро и легко. И специальных навыков не надо. Результаты испытаний у нас деревянное в основном строительство в Якутии, в сельской местности. И в 4 раза теплее.
ну, коэффициент теплопроводности. До 3 этажей можно строить дома такие. К тому же при растущей стоимости традиционных стройматериалов солома обладает явным преимуществом. Такие дома строить примерно в 2 раза дешевле, чем брусовые. В прошлогоднюю зиму почти в 60-градусные морозы в доме было тепло. Дочка и внучка хозяина живут здесь почти год и не нарадуются. Изначально, когда папа вот собирался соломенный дом, да, на самом начале этого проекта смеялись, будем как поросята жить. Да? Вот сказка ниф-ниф, наф-наф-нуф-нуф. Но на самом деле, мне кажется, намного лучше соломенный дом, чем брусовый. И что я еще скажу по поводу самого дома. Дисконападки нету. Здесь совсем по-другому дышится. Сплю хорошо. Михаил мечтает по такому же принципу, чуть усовершенствовав, построить теперь кемпинговые домики для туристов, которых летом в Амге бывает много. Однако для этой идеи вновь нужны инвесторы. Внутри соломенный дом выглядит как обычный деревянный. Полы, стены обшиты, окно, как в обычном современном доме, пластиковое. Единственное отличие – это наличие так называемого окна правды. Здесь видно, из чего на самом деле построен этот дом. Жители села очень интересуются, но пока заказывать такие дома не решаются. Но автор проекта уверен, что такие дома в будущем можно будет в Якутии строить массово. Как утверждает строитель-энтузиаст, сейчас его проект, подкрепленный положительными заключениями экспертных организаций, власти республики всерьез рассматривают как альтернативный вариант для строительной отрасли. И, может быть, скоро его мечта воплотится в новых домах для сотен сельских семей. Туяра Филиппова, Семен Семенов, село Покровка, Амгинский улус. В такие холода в теплых домах нуждаются не только люди, а о том, как и где зимуют в Якутии пчелы, нашим коллегам рассказал самозанятый житель из села Покровки Амгинского района Виктор Петров, который занимается пчеловодством уже 5 лет. Наши коллеги сейчас находятся у него в подворье, они расскажут об особенностях такого хозяйства. Коллеги, здравствуйте. Да, действительно, мы сейчас находимся в селе Покровка Амгинского района. Находимся мы в месте очень интересным и необычным. Здесь зимуют пчелы. Как они это делают и как вообще все это происходит, мы сейчас узнаем у их хозяина. Мы находимся в подсобном хозяйстве Петрова Виктора Петровича. Это пасечник. Виктор Петрович, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее про ваших пчел и покажите, как именно проходит их зимовка. Пчелы у нас зимуют уже 5-й год, и вот 3-й год у нас более-менее как-то стабильно уже. В прошлом году у нас вышло 50% пчелосемей, а вот нынче нормально вроде бы закормились с осени и должны выйти, 70% должно выйти. То есть вот зимой они спят всю зиму, никакой активности они не едят, ничего не делают? Нет, они едят по 5 миллиметров в день меда. И вот тут ставится 12 рамок, и каждая рамка должна быть забита медом или сахарным сиропом, закормленный с осени. И они у меня, например, зимуют в таком закрытом виде. Тут снизу у них открыто подача воздуха, чтобы они получали свежий кислород, влажность. Тут должно быть где-то 30-40% влажности, чтобы пчелы влагу сею брали. Скажите, а вот в одном таком ящике, как это правильно назвать, сколько пчел живут? Ой, пчел мерят по килограммам. Каждый килограмм это где-то 10 тысяч пчел. А тут сколько килограммов? А тут килограмм 5, наверное. Вы нам покажете их? Да. Сейчас откроем. Они безопасны или могут ужалить? Могут ужалить. Вот, настороженные, предупреждает, жало кверху, то, что можем и покусать. Все, не будем беспокоить их. И вот получается, вот у вас их сколько ящиков? И в каждом живут пчелы?
Да, в каждом есть пчелы. У меня 12 пчелосемей. Но тут с 3 пасек у нас. Это вот, например, с Балагура. Вот это Пестерева Эльвиры Васильевны Турбаза земляничка. И вот 2-й год мы с Эльвирой работаем. И так они у меня тоже зимуют 2-й год подряд. То есть пасека у вас находится в нескольких местах. Расскажите поподробнее, вот где вы взяли землю, как вы ее арендуете, сколько у вас там ульев, ну и так далее. Ну, пасека у меня находится на той стороне реки, на местности Тёльба. И в этом году взяли дальневосточный гектар, но пока пасека не освоенная, земля-то. И нынче 12 было пчелосемей, вот все 12 тут находятся. Места там очень хорошие, и как идет конвейер, цветочный конвейер, одни цветы отцветают, другие начинают. И вот так до самой осени. И первый медонос у нас это наша якутская верба. Верба. Вот они начинают с вербы и заканчивают иван-чаем. То есть, я так понимаю, вы производите разные сорта меда, и расскажите, вот какие сорта у вас есть и чем они отличаются? У нас основной сорт это цветочный мед. Вот то, что они вербу набрали, переработали, они ее съели. Мы снимаем только 1 раз в год, в августе месяце. До 14 августа мы снимаем мед, и потом закармливаем их сахарным сиропом. Пока у меня мало получается, где-то по 10 килограмм с улья я беру. Нынче я взял 120 килограмм товарного меда. И сотовый мед у нас тоже есть, был в продаже, по крайней мере. Но люди все быстро разобрали. То есть продукция пользуется спросом. Вот расскажите, вообще окупается ли это дело, насколько оно прибыльно, и почему якутский местный мед такой дорогой? Нынче у нас вот как по пчеловодам Якутии и Амги есть ассоциация, и было принято решение снижения цены на мед. Было 2000 за килограмм, сейчас 1500 за килограмм идет. Сотовый мед у нас был 2500 за килограмм, а сейчас он 2000 идет. И, это, в принципе, окупаемое. Как наш учитель говорил, каждая копейка, вложенная в пчелосемью, приносит рубль. Так что это достаточно окупаемо. Это окупаемый бизнес, но насколько он трудоемкий, насколько он энергозатратный? Расскажите нам. Это зависит от пчеловода, как он чаще залазит в ульи. Некоторые просто поставят ульи, нарастят его, все им дадут, и на месяц-полтора можно забыть про них, не лазить. Главное это весной их хорошенько пролечить, у них есть клещ такой воротос, ворова. И вот хорошенько пролечить, и можно поставить в нужные места, где хороший травостой. И месяц-полтора можно не заглядывать. И осенью хорошенько тоже забрать у них, закормить, пролечить. И так-то нормально получается все. Вот пасека, это получается на сегодня, расскажите, ваше хобби или это ваш главный источник дохода? Пасека хобби, скорее всего, потому что много слишком не заработаешь. 210 тысяч на год это не очень-то много. Но так дополнительный доход имеется. Мед это очень полезен, семья моя очень любит его, и советую покупать наш амгинский родной мед. Все-таки продукция местная, она чем отличается от привозной? То есть у людей есть гарантия качества или там лечебных свойств, или как? Да, мед наш намного полезен, потому что мы знаем, что мы уже его делаем, а не какой-то контрафакт. И у нас мед проходит ежегодные проверки качества. Можно в городе сдать, спецлаборатории есть, которые полностью делают анализ
даже диастазное число, есть такое свойство. Ну, у нас, например, диастаза может достигать 40, а в России диастазное число 7-8. Поэтому наш мед намного очень полезнее. Даже некоторые башкирские пчеловоды, лаборатории признали, что намного лучше, качественнее наш мед якутский. Виктор, спасибо вам большое за интересную информацию. К этой минуте у меня все. Коллеги, передаю слово студии. Мы переходим к другим темам. Главный Дед Мороз России отправился в турне по 36 городам на сказочном поезде. Каждый желающий может пообщаться с Дедом Морозом, посетить передвижную резиденцию, попробовать блюда северной кухни и поучаствовать в новогодних мероприятиях, а также получить подарок. Передвижная резиденция Деда Мороза – это специально оформленный праздничный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона приемной, вагона ресторана и других. Дед Мороз проведет в пути 40 дней и преодолеет более 13 тысяч километров. В городах, где запланирована остановка, поезд пробудет в течение дня. В это время на перроне и внутри передвижной резиденции пройдет праздничная программа в формате ковид-фри. Главная новогодняя рождественская ярмарка Петербурга начнет свою работу 18 декабря. Манежная площадь, Кленовая и Малая Садовая улицы постепенно одеваются в праздничные наряды. Забавные мини-скульптуры созданы в мастерской Франца Ротвальта. Из новинок этого года единственная в своем роде грандиозная двухэтажная паровая карусель. На ярмарке будут представлены различные тематические товары, включая рождественские сувениры, изделия ручной работы, сладости, орехи, продукты пчеловодства, молочные, мясные и рыбные продукты. Каждый год что-то меняется, добавляется новое, какие-то элементы. Вот нас в этом году поразила иллюминация на деревьях в форме шариков и гирлянд. Потом танцующий Петр, Екатерина тоже нам понравились. Что бы хотелось отметить, наверное, только график работы. Хотелось бы, чтобы не закрывалось 20:40, особенно в выходной день, за 2 недели до Нового года. Так все очень здорово, все очень классно. Ждем праздник с нетерпением. Всех с наступающим. Зимний сезон 21-22 на одном из главных горнолыжных курортов Сочи «Роза Хутор» начнется 22 декабря. В этом году на территории ведут 3 километра новых трасс на южном склоне. Из-за новых ограничений против распространения коронавируса в этом году «Роза Хутор» ждет падение посещаемости на 10% по сравнению с прошлым зимним сезоном. Согласно постановлению губернатора Краснодарского края, посетители должны предоставить QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или справку о медотводе. Отметим, что Сочи стал одним из самых востребованных среди россиян направлений на новогодние каникулы. Варя Евловская стала победителем всероссийских соревнований по вольной борьбе в Санкт-Петербурге. Она первенствовала в весовой категории до 30 килограмм. Отмечается, что всех соперниц Евловская победила на туше. Маленькой чемпионке из села Битюн Намского района всего 8 лет. Она тренируется у Владислава Бандерова. И в завершении выпуска расскажем о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня минус 40, ближе к ночи ожидается температура воздуха минус 42. Порывы ветра достигнут 7 метров в секунду. В Нерюнгри минус 34, давление составляет 692 миллиметра ртутного столба. Ближайшей ночью температура воздуха составит минус 42 градуса. В Ленске сегодня минус 41, к ночи температура воздуха не изменится, ветер до 10 метров в секунду. В Мирном снег и минус 40. Давление составляет 734 миллиметра ртутного столба, ветер до 8 метров в секунду. И в столице республики сегодня днем минус 40 градусов. Ближайшей ночью столбики термометров опустятся до минус 46. Ветер от 1 до 4 метров в секунду. Давление составляет 752 миллиметра ртутного столба. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в следующих выпусках.